Башкирская республиканская специальная библиотека для слепых имени Макарима Хусаиновича Тухватшина представляет вашему вниманию виртуальную экскурсию по творчеству Нугумана Мусина «Краса земли, поэтика души» к 90-летию со дня рождения. Имя талантливого прозаика современной башкирской литературы, лауреата республиканской премии имени Салавата Юлаева, народного писателя Башкортостана Нугумана Мусина известно не только в нашей республике, но и за ее пределами. Выросший среди уральских лесов, он с детства ощутил красоту и силу природы. Встретивший войну десятилетним мальчиком, на всю жизнь впитал убеждение, что в трудное время родная земля, природа, особенно лес, становится спасительной людей. Произведения Нугумана Мусина всегда актуальны, так как в них основные темы – человек-природа, бережное отношение к ней, сохранение ее богатств и красоты. Автор ставит важную проблему эффективного использования лесного богатства и планомерного его восстановления. Открывает нашу виртуальную экскурсию избранные сочинения в 6 томах на башкирском языке. Уфа, 2003-2010 годы. В первый том вошли первая часть дилогии «Вечный лес» и повести «Зухра» и «Дорога моей деревни». Дилогия «Вечный лес» – историко-социальный эпический роман, охватывает события почти 3 десятилетий из жизни башкирского села 1875-905 годов. В центре произведения образ национального батыра Тулькусуры Ахунова, возглавившего борьбу закабаленного народа против угнетателей, против хищнического истребления купцами-промышленниками народного достояния, вековечного леса. Написанный образно, исполненный драматизма роман насыщен богатым этнографическим материалом, рисующим обычаи и нравы башкирской деревни тех лет. В повестях «Дороги моей деревни» и «Зухра» говорится о современном селе и его будущем, об ответственности людей за судьбу малой родины. Во второй том избранных сочинений Уфа, 2004 год вошли продолжение романа «Вечный лес», повести «Перед тревогой» и рассказ «Мечтательницы». Роман «Вечный лес» имеется в фонде библиотеки также в озвученном формате на флеш-карте Уфа, БРСБС, 2015 год. В 4-й том избранных сочинений Уфа, 2006 год вошли роман «Голос раненого человека» и повести «Дыхание гор» и «Человек улыбается». Роман «Голос раненого человека» охватывает период конца войны. Бойцы возвращаются домой, покалеченные не только физически, но и душевно, однако продолжают мечтать о счастье. Таков Кабир, прошедший ужасы немецких лагерей. Вернувшись в родной край, он столкнулся с недоверием, переросшим в ненависть. Кабиру приходится уйти в лес. Там он продолжает мечтать о счастье, и там видит символ счастья – белого оленя. Повести «Дыхание гор» и «Человек улыбается» запоминается прежде всего колоритными образами положительных героев, живущих высокими стремлениями, размышляющих о красоте жизни, старающихся создавать и беречь эту красоту. Они всегда борются не за личное благополучие, а за счастье всех людей. В 6-й том избранных сочинений Уфа 2010 года вошли роман «Там лежат останки Батыра» и повести «Звериная шкура», «Спасибо за любовь», «Блуждание». Произведения Нугумана Мусина, созданные в 1990-е годы, пронизаны беспокойством за будущее народа. Свои переживания автор вложил в слова главного героя повести «Звериная шкура» Султанбая. Вот ведь пришли времена, весь мир перевернули с ног на голову. Ни головы теперь, ни основы. Сколько лет говорили, что строят лучшую жизнь для народа, а теперь что рассказывают? Якобы только злые дела и вершили? Неужели такое возможно?
что все люди нашей огромной страны шли неверным путем, на протяжении всей повести мы сталкиваемся с его рассуждениями о прошлом и будущем. Сборник «Краса земли» Уфа, 1981 год, взял свое название с одноименной повести, написанной Нугуманом Мусиным еще в 1960 году. В сборник вошли повести «Зухра», «Перед тревогой», «Краса земли», «Дорога моей деревни», «Человек улыбается», «Твоя любовь». Все они связаны одной темой отношений человека к природе. Для лесника Юмагула Заманова из повести «Краса земли», считающего себя хозяином родной земли и поэтому ответственным за ее судьбу, лес не только источник благосостояния людей, но и краса земли. Поэтому отношение к нему – показатель нравственности. В романе «Там лежат останки Батыры» Уфа, 2001 год изображен один из этапов многовековой борьбы башкирского народа за национальную независимость – восстание 1704-11 годов во главе с Тарханом, Алдаром и Сянгирдиным. Роман изобилует показом размеренного, спокойно-рассудительного уклада жизни башкир с вековыми традициями, соблюдением обычаев, почитанием старших, слитностью с природой. Автор склонен изображать жизнь людей в разных ее проявлениях, и в радости, и в горе, в острые драматические периоды, и проводит мысль о том, что они причастны к большому историческому времени, осознанно или неосознанно приобщены к бытийному единству. Главной привязанностью Нугумана Мусина к башкирскому лесу посвящена серия романов о нелегком труде людей, связанных с лесом. Это дилогия «Вечный лес», о котором говорили выше, роман «Белый олень» на Синь-горе и его продолжение «Выходи в путь на заре». Роман «Белый олень на Синь-горе» Уфа, 2000 год охватывает тяжкие военные и послевоенные годы. Первая часть рассказывает о тяжелых буднях рабочих скипидарного завода, о том, как они трудились в ужасных условиях, как умирали. Для них символом счастья стал белый олень, который скачет по Синь-горе. Человек ищет счастье всю жизнь. Например, Ирназар видит в своих мечтах этого белого оленя, потом погибает, перетаскивая сани сосновой смолой, и перед смертью перед его глазами мелькает белый олень. В последнем романе «Выходи в путь на заре» также возникает этот образ-символ. В своих произведениях Мусин широко использует неиссякаемые запасы народной мудрости, башкирские народные пословицы и поговорки. Однако он не только берет их из народного языка, но и обогащает. С творчеством Мусина хорошо знакомы и российские читатели. В Москве в разные годы выходили его романы «Вечный лес» в 2 томах, «Белый олень» на Синь-горе, сборник повестей и рассказов «Когда занималась заря». Надо добавить, что почти все произведения народного писателя Башкортостана Нугумана Мусина озвучены и оцифрованы Башкирской республиканской специальной библиотекой для слепых и имеются в базе данных библиотеки. Писатель Нугуман Мусин и сегодня остается в душе романтиком. Родная земля кажется ему, как и главному герою одной из его книг, чудом, который поможет людям выжить в самые тяжелые испытания. Он твердо верит, что на Синь-горе живет белый олень. И именно там рождается любовь, сбываются прекрасные мечты и светлые надежды на будущее. Спасибо за внимание.